Небольшой городок на Каме Чистополь словно затерялся во времени. Глядя на эти еще сохранившиеся исторические здания, на вымощенные камнем дорожки, вполне можно представить, как именно здесь 78 лет тому назад прогуливалась элитная московская публика. Поздней осенью 1941 года жители Чистополя были поражены картиной бродивших по улицам в шляпах и модных пальто представителей творческой интеллигенции СССР. Спустя всего лишь несколько месяцев все эти новомодные шмотки москвичи поменяли на хлеб, чай и махорку. Они были уверены, что в эту, как выражались тогда, глушь попали на несколько месяцев, а застряли на долгие 3 года. Во-первых, писатели ведь сюда были определены решением Президиума Союза писателей где-то в июле месяце, не сюда, а в Казань. Вот. И когда, в Казань они приехали, тамошнее правительство, наверное, все-таки подумало, прикинуло, что же делать с этой ордой 3000 ртов, весьма и весьма разнокалиберных, разнокапризных. У нас есть несколько песен, где, когда им объясняли, что война скоро закончится, германский пролетариат шибет от бесноватого фюрера, все будет хорошо, все будет замечательно. Вот. И они пишут друг другу письма, в Москву пишут. Через год мы будем отдыхать в Крыму. Вот, будем наслаждаться крымским солнцем и вспоминать наши чистопольские приключения. Вспомнили. Напротив старинного Скорятинского сада в окружении высоких тополей находится вот этот небольшой двухэтажный каменный дом. Именно здесь 3 года снимал комнату Борис Пастернак. Кстати, Борис Пастернак больше других полюбил Чистополь. Он вообще удивлялся писателям, которые вечно ноют и жалуются. Вот что говорил о Чистополе Пастернак. «Я всегда любил нашу глушь, мелкие города и сельские местности больше столиц. И мил моему сердцу Чистополь, и зимы в нем, и жители, и дома, как я их увидел зимой 1941 года». Чистополь в годы войны принял свыше 20 тысяч беженцев. Это практически вдвое увеличило численность самого городка, где не осталось ни одного свободного сантиметра жилья. К примеру, Марине Цветаевой, жизнь которой так трагически оборвалась в Елабуге, в Чистополе места не нашлось. Борису Пастернаку просто невероятно повезло. Пастернак совершенно неожиданно выручил Асеев, Николай Николаевич Асеев. Он узнал о том, что из дома выезжает Перец Маркиш, выезжает в Ташкент. Интеллигенция была настолько растеряна и находилась в паническом состоянии, что некоторые вслух говорили жутко крамольные вещи. Мы потерпели поражение. Гитлер дойдет и до Урала. Вот. Ведь Перец Маркиш из Чистополя уехал по каким соображениям? Что фюрер бесноватый будет здесь очень скоро. Квартира была очень маленькая. Она состояла всего из 2 жилых комнат, общей кухонки и прихожей. Здесь сохранилось практически все, как было тогда, в войну. Подлинный хозяйский стол, патефон и старый сундук. В доме-музее имеются и личные вещи Бориса Пастернака, многие из которых его сын и внук подарили Чистополю уже после его смерти. Его старший сын Евгений Борисович. Он привез сюда чернильницу и подстаканник. Внук Пастернака привезли к нам в музей последние реликвии, связанные с Чистополем. Это пальто и валенки Бориса Леонидовича, в которых он и щеголял, можно сказать, по нашему городу. Борис Пастернак был человеком удивительной скромности. Он пытался во всем дойти до самой сути. В работе, в поисках жизненного пути мог бы стать великим композитором. По крайней мере, так говорил о нем Александр Скрябин. Гениальный переводчик, в совершенстве знавший старый английский язык. Именно в Чистополе Пастернак начинает переводить Шекспира и задумывает свое самое главное в жизни произведение, которое, как предрекала ему Марина Цветаева, принесет ему и гибель, и славу. Произведение отчасти будет написано по рассказам старожила Чистополя, хозяина его комнаты Василия Вавилова. Василий Андреевич Вавилов частенько вечерами приходил к Пастернаку, заходил к Пастернаку, закрывались они, и он рассказывал о гражданской войне. И вот 2-й том романа «Доктор Живаго», он, во-первых, там в основном подробно описать гражданской войны, именно в том регионе, в Уральском регионе, где участвовал сам Вавилов. И вот все татарские имена, фамилии, поручик Галиуллин, колчаковский генерал Галиуллин, это все взято из воспоминаний Вавилова. Когда его спросили, куда бы вы захотели сейчас попасть, ставшей неуютной для вас в Москве, после того, как начались репрессии в связи с присуждением ему Нобелевской премии, он ответил, что или в Оксфорд, или в Чистополь.
И на удивленно поднятые брови журналиста, почему именно в Чистополь, в Оксфорд было понятно, там жили его родители, это столица просвещения европейская, Борис Леонидович ответил: так как в Чистополе мне нигде больше спокойно и свободно не жилось, не писалось и не дышалось. В Чистополе до сих пор сохранились несколько знаковых мест, связанных с этой необычайной и удивительной историей. Вот в этом доме учителя проходили литературные вечера. Но писатели больше всего любили собираться в доме известного земского доктора Авдеева. Частыми гостями в этом доме были Фадеев, Асеев, Пастернак и Исаковский. Здесь было по-домашнему уютно и тепло. Историки уверены, что именно это место дало почву литераторам для создания многих произведений. Илья Френкель именно из Чистополя прислал своей жене стихи на будущую известную всем песню «Давай закурим, товарищ по одной». Алексей Сурков здесь напишет свое ставшим впоследствии бессмертным произведением с такими до боли всем знакомыми словами: «Бьется в тесной печурке огонь». Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. Вот во что превратился дом знаменитого доктора Авдеева, который как раз и послужил прототипом доктора Живаго. Как мы видим, дом этот горел уже не раз, и теперь это полуразрушенное строение явно портит пейзаж местности. Тем более совсем рядом обосновались коттеджи. Дом врача Авдеева, памятник архитектуры и истории республиканского значения, постигла та же участь, что и многочисленные памятники в Казани. Он пал жертвой невоенного мирного времени. Дело осталось, кажется, за малым – сравнять эту историю с землей и забыть о ней навсегда. Этот небольшой городок на Каме с такой удивительной судьбой. Городок, который пока еще не растерял, не утратил своей искренности, своей неподдельной простоты и невинности. Городок, который пока еще, кажется, может не утратить свое наследие. По крайней мере, в это очень хочется верить. Эльзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Константин Илларионов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.